Формировать алмазные лоты без участия человека. Специалисты Треста «Алмаз-Автотехника» создали уникальный аппарат и не просто электронный прибор, а прибор, который каждый природный кристалл делает уникальным, и устройство правильно обрабатывает камни. Специалистам пришлось придумывать новаторские идеи в конструкции этого аппарата. Сейчас новинка проходит последние испытания перед отправкой заказчику, и подробнее о чуде техники расскажет Роман Муконин. Центр сортировки алмазов. Основные аппараты, работающие здесь, созданы конструкторами «Алмаз-Автоматики». Все эти приборы уникальны и производятся в штучных экземплярах. Но это было несколько лет назад. Сегодня инженеры создали новый роботизированный аппарат по формированию алмазных лотов, которые затем выставляют на аукционах. На его разработку ушло 1,5 года. Для конструкторов «Алмаз-Автоматики» это небольшой срок, благодаря огромному накопленному опыту. Алмаз — это далеко не такая простая вещь, то есть это не камушки, не таблетки, у них разные свойства, разный размер и так далее, и так далее. То есть опыт, который наработан именно в этом отделе, позволяет нам максимально быстро и качественно выполнять эти задачи, потому что многие нюансы, они, скажем так, что не так много литературы, которая это описывает, то есть не так много каких-то научных исследований и так далее, и так далее. То есть именно специалистов в этой области очень сложно, я думаю, найти. То есть люди, которые здесь работают, они вот именно получают опыт от тех, кто, когда я, допустим, устроился сюда 10 лет назад, здесь были люди более старшего поколения. То есть очень многому они меня научили того, что я бы не смог нигде почерпнуть. Аппарат раскладывает алмазы по весу, формируя боксы с камнями одинаковой ценовой категории. Робот призван заменить труд человека, так как это новое условие международных потребителей драгоценных камней. Чтобы сделать аппарат максимально надежным, исключив ошибки при формировании лотов, конструкторам пришлось серьезно поработать над программным обеспечением. Для этого пришлось создавать специальные схемы, и это оказалось самым сложным. В плите аппарата у нас стоит плата, которая контролирует положение и наличие стакана на аппарате. То есть при помощи вот таких вот радиометок. Вот. Внизу, получается, у нас расположена вот такая вот плата. Значит, на каждой плате установлены считыватели, которые позволяют определить уникальный код каждого стакана. Упрощая и ускоряя работу с алмазами, конструкторы «Алмаз-Автоматики» экономят «Алроса» существенные средства. Ведь создать такие аппараты могут только алмазодобывающие компании, и стоят зарубежные аналоги огромные деньги. На днях аппарат доставят в Москву в единую сбытовую организацию. И если он зарекомендует себя отлично, будет изготовлено еще несколько экземпляров. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».